свобода. Грамотность – лучшее лекарство. Грамотность – это сила. Учить правила, читать книги, тренировать память и развивать внимание. Третьеклашки уверены, без таких навыков далеко не пойдешь. Вначале ребятам рассказывают о том, что такое грамотность и для чего она нужна. А уже потом начинается самая интересная часть урока – своеобразный срез, который покажет, кто здесь самый умный и смышленый. Пожелаем друг другу удачи, у вас все получится. Вы молодцы! Переписать текст грамотно и красиво, составить пословицы и поговорки и угадать слово, которое спрятано в предложении. В конкурсе «Пиши грамотно и красиво» 3 задания. Ильяс Богатырев в своих силах уверен, ведь он очень любит читать, хотя кое-что и вызвало затруднения. Я думаю, что 3 самое сложное, потому что надо в словах находить словарные слова. Великий, могучий, но при этом достаточно сложный. Грамотность – это не только прочтение и письмо. Это еще и показатель развития, своеобразный фундамент, на котором все стоит. Малыши уверены, если хорошо учиться, можно добиться больших успехов в будущем. Поэтому уроки не пропускают. Мне нравятся эти уроки, потому что они интересные. И с помощью этих уроков можно получать знания. Словарные слова я пишу дома, чтобы по русскому языку получать 5. А что такое словарные слова? Расскажи. Словарные слова – это такие слова, где, например, там с ударными и безударными слова. Я люблю ходить в школу. И потому что тут весело. Тут все узнают знания, читают книжки. Международный день грамотности был учрежден ЮНЕСКО еще в 1966 году прошлого века с целью повышения уровня знаний. Кстати, по статистике, читать и писать до сих пор не умеет более 700 миллионов взрослых, а около 300 миллионов детей и вовсе никогда не ходили в школу. Россия в списке стран по уровню грамотности только на 19 месте. А это значит, есть над чем поработать. И не секрет, что прокладывать дорогу нужно еще в детстве. Грамотность – это, наверное, одна из составляющих личности человека. Итак, грамотность, если в нашем современном мире, в 21 веке, не будет грамотности, грамотный человек, он просто не сможет приспособиться к новому обществу, к новым реалиям, к новым работам и так далее. Никакой работодатель не захочет брать на работу неграмотного человека. И поэтому мы стараемся прививать грамотность к нашим обучающимся именно с 1 класса. Пока школьники помладше решают задания с учителем, мы тоже решили в стороне не оставаться и проверить, насколько хорошо русский язык знают ребята постарше. Более 600 или более 600? Более 600. А тюль женского рода или мужского? Мужского. Как правильно, звонит или звонит? Звонит. Звоните. Творог или творог? Творог. Как правильно, класть или ложить? Класть. Сливовый или сливовый? Сливовый. Как видим, школьникам есть еще чему поучиться. Некоторые слова все же вызвали у них небольшие затруднения. Тем более, что филологи советуют учить по 2-3 новых слова ежедневно. Возможно, именно это поможет повысить грамотность, а может даже вернуть нашей стране статус одной из самых читающих. Это в руках каждого. Главное только начать. Тамара Хшагульгова, Ахмед Гандаров, Новости 24.